Абзира шмасаҭырсқәа телехәаԥшцәашәара шахәаԥшуа дырраҭара аԥсуа цәазхо. Аӡәырҩы ишәгәалашәоит анкьа зны аԥсуа чаи иамаз ахьӡ аԥша. Аха аамҭа цацыԥхьаӡа уи ацәыӡуа иалагеит. Уимоу иара ахаҭагьы аԥшаара уадаҩхеит. Аха аҵыхәтәантәи аамҭазы џьармыкьаҿы адәқьанқәа рҿы ицәырҵуа иалагеит аԥсуа чаи. Иахьатәи ҳҭыжьымҭаҿы ишәзеиҭаҳҳәоит арома ҳәа захьӡу аԥсуа чаи аҭоурых. Ҩыџьа аиҩызцәа Баҭал Гәыгьиеи Инал Сабикьи еиуеиԥшым аҵараиурҭақәа ирылгахьеит. Баҭал Алада Уаԥстәылатәи аҳәынҭқарратә университет азиндырра факультет аҿы иҵара сынтәа ихиркәшеит. Инал иакәзар Аҟәатәи амедицинатә коллеџь аҿы ахаԥыцҟаҵаҩ заанаҭала аҵара иҵеит. Шықәса инарзынаԥшуа еиуеиԥшым ансамбльқәа рҿы дкәашон. Иахьазы уи ахырхарҭа аанижьит. Еидызкылеи дара ҳәа шәҵаауазар аҭак мариоуп ачаи абзиабара. Даараӡа иргәаԥхоит ари арыжәтә иреиӷьӡоу ахкқәа аахәаны лассы-лассы хәылԥазыла иааидтәалалоит. Убас еиԥш иҟаз хәылԥазык азын ирызцәырҵит аидея бзиа аԥсуа чаи аҭира. Когда мы сидели и говорили о чае, у нас поднялся вопрос о нашем местном чае, опять-таки с подачи наших родителей, которые в свое время занимались чайными плантациями, кто-то сбором, кто-то фасовкой, кто-то граммовкой, кто-то даже бухгалтерию вел. Вот. И отталкиваясь от этого, начали разгонять мысли и идею о том, что можно собирать наш местный чай, фасовать его и уже быть поставщиками в наши магазины. Вот. И как-то с этой минуты уже не откладывая, как-то уже начали сразу изготавливать эмблему, изготавливать общий фон нашей упаковки, заказали упаковки, начали искать на рынках чай, который больше подходит для продажи в магазинах, так как мы искали сорт, который был бы лучшим, который был бы более ухоженным, чище перебранным. Вот. Несмотря на это, после того, как мы ведем закуп чая, мы сидим и вручную у нас перебирается. Вот. И фасуется, и уже начинаем вот так вот развозить по магазинам. Ус егьыҟарҵеит шықәсыбжак иалагӡаны иақәнагаз ақьаадқәа иазганы усура иалагеит. Ҩымзаҵәык роуп иҵуара аалыҵ адәқьанқәа рҿы ицәырыргеижьҭеи. Ари аамҭа иалагӡаны иҟалахьан еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа. Зны ҳгәы каҳауан, даҽазны аԥара амамзаара ҳныԥшуан, аха урҭ зегьы ҳариааины ԥхьаҟа ҳцон. Шьҭа раԥхьатәи алҵшәақәа ҳбартә ҳаҟоуп, рҳәоит арԥарцәа. Может перестать, может не стоит того. Но, несмотря на все, вот, преодолевая свои настроения, какие-то препятствия, связанные с финансовым вопросом, связанные с настроениями даже продавцов, с чем мы часто сталкиваемся. Что касается самого чая, на сегодняшний день мы уже подобрали определенный сорт чая, с которым мы работаем, который фасуем и поставляем. И учитывая отзывы, и то, как в течение 2 месяцев его начали закупать, звонить и заказывают, мы довольны своими результатами, но останавливаться на этом не собираемся и будем стремиться к еще большим успехам. Ахатә ус алагарагьы ус имариам рҳәоит аусҭкылаҩцәа қәыԥшцәа, аха зегьы цхыраара ҳарҭон ҳәа азгәарҭоит. Еилкаауп ачаи аус адууларазы иаҭахуп аҭыԥ ҷыда. Араҟа ацхыраара рырҭеит рҩызцәа. Иаагозар акаҳуажәырҭа арома. Хәылԥазыла дара цехка ҳасабала иара убас аофис аҭыԥаны ирымоуп. Наша близкая подруга занимается кофейной продукцией, кофе арома. И наш цех укомплектовался в ее маленьком цеху по совместительству кафе. Вот. Они фасуют там свой кофе, а мы свой чай. И вот как-то работаем совместно, плечо в плечо. А все санитарные нормы соответствуют тому, что нужно, так как мы работаем вместе с тем продуктом, который уже 4-й год на рынке. Это арома кофе. Ачаи культурак аҳасабала ҳалацәажәозар, аԥхьаӡа акәны иара Аԥсныҟа иааган зқьы ашәи ҩынҩажәаҩба шықәса рзы ачаи ашьапы еиҭаҳан аботаникатә баҳчаҿы. Зқьы шәи ҩажәиак шықәса инаркны ауп ахархәара бзиа ауа ианалага. Ачаи аплантациақәа аартын Аԥсны ақыҭақәа зегьы рҿы. Ақыҭанхаҩцәа апланс ирыдан уи ахылаԥшра, ахыхра ҭаацәаныла шьыжьымҭан шаанӡа ачаи ҿыхра ицон. Аколнхара иалаз анхацәа уи аус аҟны еицлабуан. Еиҳа ирацәаны ихызхуаз асоциалтә џьа афырхаҵа ҳәа ахьӡ даԥсахон.
На полях республики раскинулись плантации чая и цитрусовых. Зеленый лист чая собирает герой социалистического труда Нателла Булискерия. А это девушки-близнецы Галина и Нуца Арзба. Ажәак алаҳтәыла ақыҭан хамҩаҿы ираҿы ачаи аҭыԥ ду ааннакылон. Убри аан аколнхаҩы иуалаз ачаи аизгара мацара акәын. Аус адулара, аҭира уҳәа ари зегьы усҟан ишьақәгыланы иҟаз асистема ахахьы иагон. Аԥсуа чаи ахьӡ ахара инаӡахьан, ахаҭабзиара ҳаракын. Аха асовет еидгыла анеилаҳа ашьҭахь ачаи аплантациақәа маҷк анапы рыгхеит аибашьра ашьҭахь еиҳагьы. Раԥхьатәи аамҭақәа рзы ҽазышәарақәа ҟаҵан, аха анарха амоуит. Аҿар изларыԥхьаӡо ала аԥсуа чаи аԥеиԥш бзиа амоуп, амала иаҭахуп ацхыраара бзиа. Вообще Абхазия — это одна из самых северных стран, которая имеет чайные плантации. Изначально под чаем у нас было засеяно в 400 гектаров земли по Абхазии, после чего уже ближе к 1921 году было 15,5 тысяч гектаров засеянных именно чаем. Вообще желательно было бы освежить все чайные плантации, убрать старые кусты чая и засеять плантации новыми кустами чая. И да, чай требуется в лечении, в постоянном уходе. На плантациях не должно быть папоротников, они как паразиты, они именно обитают в таких чертах, как чайные плантации. С китайскими чаями мы сможем конкурировать? Все зависит только от нас. Тем более у нас такая плодородная и благоприятная среда именно для чая. Наше мнение таково: чаем не стоит, а нужно заниматься, так как чай вообще изначально использовался в лечебных целях. Он с далекого нам Китая прибыл в лечебных целях. Это единственный продукт, который не несет за собой ни одного вредного вещества, нету к нему противопоказаний, и даже понятие аллергия — это единственный продукт, который не подлежит понятию аллергия. Поэтому я думаю, что условия у нас хорошие для выращивания чая. Вот. Если не профессионалы, то на любительском уровне фасовщики у нас и продавцы есть. Так что, думаю, просто надо каждому, кто этим занимается, ближе друг к другу плечом становиться и идти в одном направлении развития чайной культуры в Абхазии. Арԥарцәа ишазгәарҭо ала, дара рчаи рызкуп абзиабаҩцәа, избанзар ахимиатә маҭәашьарқәа рылаӡам. Иахьазы дара ачаи знапалақәа рҿы иаархәоит. Урҭ рҩызцәа акык-ҩбак анаплакқәа ыҟоуп ҳтәылаҿы. Анаҩсан еилырхуеит дырҩегьых, нас аҭрақәа ирҭарҵоит. Ашьҭахь ауп адәқьанқәа рахь ианырго. Наша продукция рассчитана на настоящих любителях чая, а не, как я их называю, ленивых потребителей чая. Это категория людей, которые пьют пакетизированный чай, к которому я лично отношусь как-то сторонно, да, так как считаю, что в нем много красителей и так далее, отталкиваясь хотя бы от того, что наш чай, он заваривается хорошо, но он должен завариться как следует. Были просто такие случаи, когда нам говорили: а вот ваш чай там плохо заваривается, и мы уже говорили: как так, почему? И они объясняли, как они это неправильно делали. Потому что обыватель привык, что ты не успеваешь окунуть заварку или там насыпать чай в заварник, и он уже становится красным. Так с хорошим чаем такого не получится. Вот. Что касается нашей упаковки, наши друзья тоже нам помогали ее дизайнеры разрабатывать. Вот. Опять-таки стоял уклон на привлечение внимания к нашим достопримечательностям, так как мы все-таки курортная республика, в которую приезжают много отдыхающих людей. И также, ознакомившись с нашей продукцией, они могут ее в виде в качестве подарочной упаковки повезти, подарить кому-то и так далее. И вот поэтому мы старались
приблизить все к более национальному характеру. Что касаемо абхазского чая, То есть он как бренд уже да, люди знают? да, его знают люди, его помнят те советские люди, гости, которые посещают нашу страну. Но на сегодняшний день идет такой обман, то, что завозится не абхазский чай, завозится там краснодарский чай, к примеру, и продается под видом абхазского чая. Хотя зачем, если у нас у самих есть этот чай, абхазский чай? Иахьазы џьармыкьаҿы ирҭиуа ачеихқәа даараӡа ирацәоуп, урҭ реиԥшымзаара ублақәа хыргоит. Иҟоуп акыр шықәса уи ахырхарҭа иаҿу зыхьӡ адунеи иалаҵәахьоу акорпорациа дуқәа. Дара раалыҵ адунеи зегьы иаладырҵәахьеит, рыхьӡ брендк аҳасабала зегьы ирдыруеит, иашьцылахьеит. Избанзар ареклама бзиа рымоуп, уи ахархәарала раалыҵ аӡыргара рылшеит. Еилкаауп урҭ рацлабра шуадаҩу ахарԥарцәа иҟарҵеит раԥхьатәи ашьаҿақәа. Избанзар ҳара ҳаалыҵ агәра угартә иҟоуп рҳәоит дара. Здесь это продукция наших партнеров, это Арома кофе. Также здесь фасовка уже закончилась, кофе. Вот, а с чайной продукцией фасовка занимает больше времени, так как наша упаковка, она есть такая тенденция, большая упаковка, и которая 50% состоит из продукции, а 50% из воздуха. И отталкиваясь от этого, первое название нашей продукции было Nobel. Ну, так как оно не прижилось, мы убрали и заменили на Арома. Вот. Nobel, мы отталкивались от той мысли, что переводится как благородный. А чай, кто видел нашу продукцию в магазинах или на рынке, то заметил бы, что он прям добротно зафасован в упаковке, благородно зафасован. Вот от этого и отталкивалось наше первое название. Да и вообще чай — это напиток благородных людей, так принято считать. Вот. Но мы заметили, что название не приелось, кому-то, и много кто его неправильно выговаривал. И мы решили заменить наше название на Арома. И если кто-либо из наших ребят будет приходить в ваши магазины и будет говорить, что «Здравствуйте, я привез вам чай Арома», знаете, что это все тот же вкусный наш чай, правда, в новой упаковке и с новым названием. Но я думаю, главное, что должно волновать потребителей, это качество. А качество нашего продукта остается неизменным. Он все тот же, благородно вкусный, но еще и ароматный чай теперь. Зегьы ирдыруеит ачаи аԥсадгьыл Китай шакәу, аха зқьы ашәи ҩ-ҩыхәба шықәса рзын Индиа ашьхақәа руакаҿы ачаи ачықьқәа рыԥшааит. Аиԥш зеиԥшу аҵы иаарбеит убасгьы Гималаи, Тибети. Убри азын аҵарауаа ражәақәа рыла аҵыхәтәанынӡа еилкааӡам ачаи аԥсадгьыл арбану. Ажәытәан зны ачаи даҽа хықәкык нанагӡон. Китай анхацәа ашәыри ауҭраҭыхи ачаи рылаҵаны идырҵәуан. Даҽаџьара ачаи абӷьы иаҵәа рхы иадырхәон асуԥи асалаҭқәа ианыҟарҵоз. Иҟан аконсервқәа раркраан иазҭозгьы, избанзар уи афатә кыраамҭа ибжьнахуамызт. Ажәакала иуадаҩын ачаи знысыз амҩа, уи ажәра иалагаанӡа. Ус ианыҟалагьы иаразнак ауаа рыфатәаҿы аҭыԥ ҷыда ааннакылеит. Иамоуп иара ажәра иадҳәало ацеремониал, уи атәылақәа жәпак рҿы хылаԥшра арҭоит. Ажәакала ачаи ахцәажәара мышкы уаҿызаргьы ахҳәаа нҵәаӡом. Арома ачаи аԥҵаҩцәа ргәаанагарала ҳтәылаҿгьы рхыԥхьаӡара маҷҩым, уи бзиа избоуп атәы уақәызҵо. Ирацәаҩуп ахаҭабзиара ҳаракы иашьҭоугьы, аԥарагьы иеигӡаӡом ачаи бзиа аахәаразы. Рус ианалагоз еиҳа ԥсшьа-ицәа ирықәкны ирыман, аха аамҭа иаанарԥшит еиҳараҩык аахәаҩцәас ирымоу аҭыԥантәи ауаа шракәу. В магазинах ее средняя цена составляет 130 рублей. Это считается дорого, недорого? Но в сравнении, вот сколько Гринфилд? Гринфилд стоит дешевле, но Гринфилд — это всемирная огромная компания. У нас всего лишь маленький семейный цех, и поверьте мне, я вам еще раз говорю, все дело в том, что прибыль от чая уходит пока даже всего лишь на сам чай, так как охват рынка, закуп упаковок, заказать с разного вида наклейки, то есть все это, конечно, затратно, все это стоит денег, и в принципе
думаю, что 130 рублей за 100 грамм хорошего чая – это недорого. Ну, по крайней мере, жалоб пока никаких не поступало. Иахьазы ачаи арома цәыргоуп Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо ақалақьқәа зегьы рҿы ирҭиуеит адәқьан дуқәа рҿы еиԥш ахәыҷқәа рҿгьы. Ари ҭаацәаратә усуп макьаназы, аус зуа руацәа роуп, аха аԥхьаҟа ргәы иҭоуп аҽеиҵыхра. Ирҭахуп аплантациақәа еиҭаҳаны рхатә чаи аарыхны аҭира. Уи нас уажәазы идырҳауа зегьы рус иахҭнырҵоит. Это бизнес маленький, семейный, видите, вот в таком формате. У нас ни станков, ни оборудования, все происходит вручную. Вот. И поэтому пока все силы и затраты уходят на сам же чай, на его раскрутку, как сегодня любят выражаться рекламодатели. Вот. Поэтому прибыль она есть, но нашему карману она пока незаметна. Вы все пока вкладываете? Пока все вкладываем, да. Иҭрыжьуа макьана мызкы аҩныҵҟа зегьы цыра роуп, ҩ-хкык рымоуп, аеҵәа, нас аиқәаҵәа. Ажәра анаҩсангьы ауаа иргәаԥхоит сувенирк аҳасаба лаҳәаан рҽашьҭразы. Уажәоуп акурорттә сезон ианалагаз сентиабр мзанӡа аахәаахәҭра иаҳагьы иӷәӷәахап ҳәа игәыӷуеит аусҭкалыҩцәа. За 2 месяца я заметил такую тенденцию, что мы думали, это будут отдыхающие, но либо потому, что отдыхающих мало, либо местным он понравился, местные обыватели его покупают достаточно в таком нормальном количестве, что мы уже по второму, по третьему разу привозим в магазины. Но чтобы всем было понятно, это чай листовой, он не уходит так быстро, как хотелось бы. Я еще раз таки повторяюсь, что пакетизированный чай, он намного популярнее, так как с ним легче обходиться. Окунул его в кипяток, все, заварник вытащил и в мусорку, а здесь нужно засыпать, скипятить. Я не знаю, почему для людей это проблемно стало, но они как-то больше приверженцы пакетизированного чая. Но, слава богу, у нас есть своя публика, любители и ценители листового чая. Вот, и мы будем стараться их не подводить своими вкусовыми качествами, вот, и стабильностью роста на рынке. У нас есть страничка в Инстаграме, у нас везде наши номера телефонов, нам бывает звонят, был такой случай, ну как бы Инал и я сегодняшним днем сами развозим свой товар, и вот оставили мы его в каком-то магазине, отъехали, где-то через полчаса звонок: здравствуйте, здравствуйте. И вот видно, что взрослые люди, местные наши абхазы, они посидели отдохнувшие, такие с настроением от, видимо, нашего игристого вина, звонят нам и говорят: ребята, молодцы, такой вкусный чай. И похвалили, знаете, ну, вроде бы ничего такого, но так приятно стало, что вот наши еще и взрослые, у которых есть с чем сравнить, каков был чай тогда и какой он сейчас, звонят и благодарят нас за то, что мы имеем дело с этой продукцией, и вот в таком ее виде и качестве поставляем в магазины. Иуадаҩуп аҳәара аԥсуа чаи ахьӡ-аԥша аргьежьра зылшо итәы. Уи хымԥада аҳәынҭқарра ахахьы иагароуп. Аха абас аԥсуа ҿар уи иахьазхьаԥшыз агәыӷра ҳнаҭоит. Мышкызны аԥсуа чаи анкьазны иамаз аҳаҭыр азыхынҳәып ҳәа.